Обзоры экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем с новостей валютного рынка. На сегодняшний день курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 64 рубля 1 копейку, евро 70 рублей 90 копеек. Что касается обмена валюты в Якутске, то выгоднее всего доллар покупает Восточный банк за 64 рубля 3 копейки. Продает также Восточный банк за 64 рубля 35 копеек. По евро в покупке лидирует все тот же Восточный банк за 71 рубль. Продает выгоднее всего также Восточный банк за 71 рубль 60 копеек. В Якутии для защиты прав обманутых дольщиков создается региональный фонд. По словам заместителя председателя правительства республики Кирилла Бычкова, основная цель фонда – обеспечить защиту прав и законных интересов дольщиков в случае банкротства застройщиков. Региональный фонд будет финансировать мероприятия по завершению строительства проблемных объектов. В настоящее время ведется работа по регистрации устава и внесению изменений в Земельный кодекс Якутии в части предоставления возможности передачи региональному фонду имущественных прав и обязательств недобросовестных застройщиков. Это необходимо для того, чтобы фонд мог работать над завершением строительства многоквартирных домов. Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян. По статистике ведомства, доходы граждан в августе выросли на 2,4% в годовом выражении. Среднемесячные начисления работников организаций в том же месяце составили 44 691 рубль. И по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рост составил почти 7%. Если взять июль, то там рост был всего 3%. А в целом с января по август увеличение произошло на 2,2%. Экологическую ответственность бизнеса в Арктике обсуждают на 8-м экологическом форуме, который открылся накануне в Москве. Это крупная площадка для конструктивного диалога бизнеса, государства и экологической общественности. Сегодня освоение Крайнего Севера – одна из приоритетных задач правительства. Причем программа развития Арктики до 2035 года предусматривает активную разработку месторождений за полярным кругом. И крупные компании, которые собираются развивать эти территории, должны не забывать об экологии и о будущих поколениях. Таким стал главный посыл форума. Также эксперты обсудили поиск баланса между социально-экономическим развитием регионов и сохранением достойной окружающей среды. Вопросы государственно-частного партнерства и внедрение наилучших доступных технологий, а также реализацию федерального проекта «Чистый воздух». На этапе, так сказать, освоения арктической зоны, там, богатств, да, то есть завоевания, как раньше говорили, да, то есть экологию немножко упускают, да, то есть и поэтому, я считаю, что этому нужно уделять огромное внимание. Может быть, даже нужен какой-то специальный орган, да, всеарктический, да, в широтном направлении, то есть, который бы, Министерство развития Дальнего Востока и Арктики, да, то есть следил бы за выполнением экологического законодательства. Вопросы Арктики в эти дни обсуждают и в столице Приморья, Архангельске. Там стартовал форум «Арктические проекты» сегодня и завтра. Собрались более 300 представителей ведущих российских и зарубежных компаний, работающих в разных отраслях. В повестку вошли вопросы экономического развития северных регионов в связи с реализацией нефтегазовых и инфраструктурных проектов в Арктике и развитием судоходства по Северному морскому пути. Как отметили в пресс-службе, темпы изменения технологий подтолкнули региональное правительство к идее создания научно-образовательного центра мирового уровня. Уже подписано около 50 соглашений о сотрудничестве с предприятиями, научными организациями и университетами. Движемся дальше. Искусственный интеллект помогает специалистам по приему на работу с выбором подходящих кандидатов. Пилотный проект трудоустройства консультантов запустили в Сбербанке России. Подробнее в экономическом обзоре расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, я тебя приветствую. Насколько оправдана такая схема? Анастасия, приветствую. С помощью данной новой методики специалисты по подбору персонала Сбербанка пытаются определить, как скоро соискатель на должность консультанта, например, соберется увольняться.
Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Сбербанк начал проводить автоматизированную оценку соискателей при найме консультантов в свои отделения. С помощью искусственного интеллекта банк вычисляет, как скоро тот решит уволиться. Этот подход позволяет кадровым специалистам Госбанка конкретнее принимать решения по найму. Если предыдущий опыт больше был связан со стоячей работой, например, официант, то ниже вероятность увольнения. Если же в маникюрном салоне человек работал, то ему сложнее адаптироваться к работе в отделении в качестве консультанта, и он чаще увольняется. Понятно, что это лишь один фактор, но таких факторов накопилось большое число. И это некая оценка, которая помогает HR принять решение, пояснили в банке. Кредитная организация с помощью искусственного интеллекта анализирует не только резюме соискателей, однако не раскрываются другие параметры, заложенные в систему. Для формирования рекомендаций используется только открытая информация, которую предоставляет кандидат. Резюме и информацию о нем как о клиенте банка, уточнили в Сбербанке. Тем временем Сбербанк анонсировал введение абонентской платы для клиентов взамен процентных комиссий за каждую денежную операцию. Представители банка отметили, что абонентский пакет за фиксированную ежемесячную плату освободит владельцев банковских карт и ценных бумаг от регулярных платежей за каждую транзакцию. Срок действия пакета, по предварительной информации, будет варьироваться от 6 месяцев до 1 года. Неизвестно, когда нововведение будет запущено хотя бы в тестовом виде, но руководство Сбербанка уже пообещало начать двигаться в этом направлении. Женщинам, проживающим и работающим в сельской местности, будет гарантирована сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. При этом оплата будет оставаться такой же, как и при полной рабочей неделе. Законопроект об этом прошел второе чтение в Госдуме. До сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. Нынешний же законопроект о гарантиях для сельчанок был подготовлен совместно с профсоюзами. После принятия закона женщины на селе получат и еще одну гарантию, кроме сокращенного рабочего времени, а именно повышенную оплату на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части. Согласно пояснению Кабинета министров, в таких случаях установлено повышение в размере 30%. Закрепление указанных гарантий в кодексе будет способствовать решению социальных задач, в том числе по привлечению и закреплению кадров на селе, отмечают в правительстве России. Роскартография планирует использовать группу беспилотных летательных аппаратов российского производства для аэрофотосъемки малых площадей и труднодоступных мест. Отмечается, что внедрение специализированных беспилотников для проведения аэрофотосъемки на малых площадях и в труднодоступных местах позволит предоставлять потребителям цифровую картографическую продукцию, а также аналитические услуги в самые короткие сроки. В 2019 году в России обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин, фотокамер, а также еще 5 групп изделий легкой промышленности. С 1 января следующего года маркировка станет обязательной для лекарств, а с 1 июня для готовой молочной продукции. Маркировка-код наносится на упаковку товара или его ярлык. По ней можно узнать наименование производителя, дату, время и место выпуска. Система нацелена на исключение контрафактной продукции, однако ее использование вызовет увеличение издержек производителя на закупку оборудования для маркировки, обучение персонала и так далее. По мнению главы республики Айсана Николаева, реализовать эту инициативу в данный момент затруднительно. По его словам, самая главная проблема – это интернет. Не обеспечив доступной связью наших предпринимателей, ставить вопросы о переходе на такие технологии преждевременно. Правительство Якутии будет и дальше работать над тем, чтобы введение части требований было дифференцированным в тех районах, где отсутствует стабильный интернет. Школьники из малообеспеченных семей Якутска смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом города с 1 января следующего года. Семья признается малоимущей, если общий средний доход всех лиц, проживающих в ней, включая детей, меньше уровня прожиточного минимума. В настоящее время для малоимущих семей Якутска предусмотрена компенсация оплаты детских учреждений, компенсация школьного питания, оплата проезда, сокращение налога на имущество и уплату транспортного налога, а также льготные зачисления в вузы или другие учебные заведения и другие выплаты и льготы. В конце сентября глава республики Айсан Николаев сообщил, что в 2018 году уровень бедности сократился на 1,1% по сравнению с предыдущим годом, а к 2024 году стоит задача снизить его в 2 раза. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.
Анастасия, ну а следующая информация об ситуации в экономике в очередных выпусках. Спасибо. Иван, спасибо, мы будем ждать. А я напомню, об экономической ситуации в стране нам рассказал Иван Лазаренко. Комитет Госдумы поддержал проект о горячем питании в школах. Авторами инициативы стали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Правительство документ уже поддержало с учетом ряда замечаний, которые рекомендуется исправить в рамках второго чтения. Напомню, он устанавливает особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Документ также уточняет понятие качества пищевой продукции и характеристики безопасности. В России для спасения детей изменят строительные нормы. При проектировании оконных блоков их конструкции снабдят системами безопасности. И будут установлены новые, более строгие требования к высоте ограждений лестничных маршей, площадок, балконов и кровель. Такие изменения в строительные нормы и правила Минстрой должен внести до конца года. Их добивалась уполномоченная при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова и знаменитый детский хирург Леонид Рошаль. Отмечу, что только в прошлом году из закона многоэтажек выпало 900 детей. Большинство из них остались инвалидами. Более 130 погибли. В Якутске сегодня проходит ставшая уже традиционной социально-благотворительной акции «Путь к дому». Ее цель – помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, не имеющим постоянного места жительства и работы, ведущим асоциальный образ жизни. Сейчас на месте событий работает наш корреспондент Ульяна Шагина. Ульяна, я тебя приветствую. Расскажи, много ли народу подошло и в чем именно заключается помощь? Добрый день, Анастасия. Первая акция «Путь к дому» прошла еще в 2018 году. С тех пор это уже 7-я акция. Она проводится в разное время года, но с наступлением холодов она становится, наверное, жизненно необходимой именно вот для тех людей, которые сегодня не имеют своего крова и вынуждены жить и питаться на улицах столицы. Сегодня МВД, как мне уже сказали, ведет подсчет таких людей, и с августа месяца выявлено примерно 300 людей, которые сегодня живут на улицах города. Ну а акция «Путь к дому» началась сегодня. Здесь у нас расставлены палатки, где подается горячее питание, даже шашлыки подаются, люди подходят, а также развернут медицинский пункт, где работают врачи-терапевты, фтизиатры и наркологи. Люди сдают анализы, а также проходят флюорографию. Ну а я скажу, что акция проводится при инициативе уполномоченного по правам человека в республике, а также при поддержке Министерства внутренних дел, общественных организаций, ну и других организаций, которые, в общем-то, делают одно целое такое большое дело, помогают людям. Ну а рядом со мной уполномоченный по правам человека в республике Сардана Гурьева. Сардана Михайловна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, цель этой акции, да, и скольким людям все-таки удалось помочь вот сначала, как вот проводится вот эта вот акция? Спасибо. Целью социально-благотворительной акции «Путь к дому» является оказание адресной помощи гражданам, которые находятся действительно в трудной жизненной ситуации, ведущим асоциальный образ жизни, но желающим вернуться в нормальную жизнь. И как у нас население Республики Саха-Якутия помнит, с 2018 года, а именно 25 августа мы начали эту акцию социально-благотворительную по инициативе уполномоченного, как вы отметили, по правам человека в республике, совместно с Министерством внутренних дел по республике Саха-Якутия. Более 200 человек получили такую конкретную помощь в виде медицинского обеспечения, социальной, восстановления документов, направления в реабилитационные центры, содействия в трудоустройстве, восстановления родственных связей и фактически возвращение в нормальную жизнь к своим, собственно говоря, родным. Поэтому потребность на сегодня существует. И мы, несмотря на то, что проводили с августа 2018 года эту акцию, по-прежнему увидели, что на улицах города Якутска и в августе, и в сентябре таких граждан было немало. Но надо сказать, что проблема эта практически она застарелая. И в этой связи у нас стоит вопрос привлечения муниципальных образований. Мы обращаемся сегодня повторно
лично главам муниципальных образований улусов районов Республики Саха-Якутия, к землячествам, представителям улусов районов на территории города Якутска принятие активного участия в социально-благотворительной акции «Путь дому». И я уже отметила, что поскольку таких граждан стало немало в определенный период 2019 года, совместно с Министерством внутренних дел мы поддержали Министерство внутренних дел действительно изменение формата акции как постоянное. Что это означает? В течение августа и первой половины декады сентября текущего года акция проводилась каждый день. То есть те граждане, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, принимали с ним меры в соответствии с законодательством, но вместе с тем мы оказывали им социальную помощь. И таким образом практически у нас есть самый молодой гражданин, которому 22 года, к сожалению, распивал спиртные напитки, вернулась в нормальную жизнь. И гражданин субъекта Российской Федерации, которого мы сейчас тоже вернули на родину. Спасибо большое. Ну а мы продолжим. Я скажу, что помимо медицинской помощи и раздачи горячего питания, конечно же, люди при помощи этой акции смогут восстановить свои документы, паспорт, СНИЛС, медицинскую страховку или даже, может быть, оформить пенсию. Также я скажу, что в рамках этой акции проводится сбор теплых вещей. Теплые вещи – это кофты, штаны, шапки теплые. Можно привезти по адресу 50 лет Советской армии 33, это управа промышленного округа с 9 до 17 часов в рабочее время. Ну а я скажу, что акция продолжится, она будет проходить сегодня до вечера, так что те, кто, может быть, видят, может подойти и обязательно получить здесь медицинскую и даже психологическую помощь. Анастасия, у меня все. Ульяна, спасибо. Будем надеяться, что эта акция поможет многим, кто находится в трудной жизненной ситуации. А я напомню, что на прямой связи со студией была моя коллега Ульяна Шагина. А мы переходим к чрезвычайным происшествиям. У жителя Якутска из подъезда украли дорогостоящий велосипед, просто сорвав трос. После обращения хозяина в полицию двухколесный транспорт обнаружили в короткие сроки. Подробнее расскажет мой коллега Юрий Осипов. Юрий, я тебя приветствую. Как удалось так быстро поймать вора? Да, Анастасия, в составе оперативной группы на место преступления приехали кинологи со служебной собакой. Немецкая овчарка быстро взяла след и привела полицейских в одну из квартир, расположенных в этом же доме. Вором оказался 18-летний парень, он признался в преступлении. Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий в студии Юрий Осипов. В Якутске раскрыли разбойное нападение на научный институт. 7 октября рано утром в дежурную часть поступило сообщение, что двое неизвестных ворвались в административное здание института, чтобы украсть деньги из установленного в фойе банкомата. Злоумышленники прыснули перцовым газом в двух сотрудниц института и попытались взломать банкомат. Когда их попытки взлома не увенчались успехом, подозреваемые скрылись. В ходе оперативно-розыскных мероприятий ранее судимые за совершение аналогичных преступлений 37 и 38-летние местные жители установлены и задержаны. В их отношении возбудили уголовное дело. Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Все, что плохо лежит, может стать добычей для вора. Так полицейские в Якутске раскрыли кражу пуховика у 77-летней пенсионерки. Пострадавшая рассказала, что торговала на улице продуктами. Работники рынка, увидев бабушку на холоде, выделили ей торговое место в здании. В помещении потерпевшая сняла пуховик. Через некоторое время пожилая женщина отлучилась, а вернувшись назад, она обнаружила, что кто-то похитил ее куртку. Воровкой оказалась 36-летняя безработная женщина. Злоумышленница воспользовалась отсутствием продавца, похитила пуховик и покинула торговое помещение. Похищенные сотрудники полиции обнаружили в одном из подъездов, где ранее ночевала подозреваемая. Нетрезвый мужчина уснул с непотушенной сигаретой и устроил пожар в Верхнеколымском районе Якутии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. Отмечается, что жители многоквартирного дома с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание самостоятельно. Прибывшие пожарные эвакуировали из задымленной квартиры мужчину и передали его работникам скорой медицинской помощи, а также извлекли тлеющие спальные принадлежности на улицу. Позднее стало известно, что по результатам медицинского освидетельствования виновник пожара находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данным МЧС Якутии, с начала года на территории республики зафиксировано более 340 пожаров из-за неосторожности при курении, при которых погибло 11 человек.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении министра спорта Ставропольского края Романа Маркова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2017 году чиновник незаконно допустил руководителя одной из фирм к подготовке техзадания, определению и обоснованию максимальной цены контракта от лица госзаказчика для проведения аукциона на закупку спортивного оборудования. Инвентарь приобретался для Ставропольского училища Олимпийского резерва в рамках федеральной целевой программы. Впоследствии именно эта организация выиграла аукцион и заключила госконтракт на сумму свыше 14 миллионов рублей. При этом выяснилось, что рыночная стоимость поставленного фирмой спортивного оборудования составила чуть более 8 миллионов. Остальные деньги были украдены. На данный момент расследование продолжается. Коктейли Молотова, горящие баррикады и пули с поролоновыми наконечниками. В городах Каталонии продолжаются беспорядки после вынесения приговора лидерам сепаратистов. Продолжит Артем Сторонов. Беспорядки в столице Каталонии вышли на новый уровень. В ночь на четверг сторонники независимости региона начали бросать в полицейских кислоту и коктейли Молотова, поджигать мусорные баки и баррикады. По словам очевидцев, в некоторых случаях стражам правопорядка пришлось применить пули с поролоновыми наконечниками. Протесты против вердикта Верховного суда Испании, согласно которому 9 лидеров каталонских сепаратистов были приговорены к тюремному заключению на срок от 9 до 13 лет, продолжаются третий день. Десятки тысяч демонстрантов выходят на улицы Барселоны и других городов региона, чтобы выразить свое недовольство несправедливым, на их взгляд, решением суда. Акции начинаются мирно, но ближе к ночи отдельные группы сепаратистов вступают в стычки с полицией. За одну только среду 52 человека в разных городах Каталонии обратились за медицинской помощью. Президент Женералитета Ким Торра выступил с обращением, в котором назвал вердикт Верховного суда несправедливым, но потребовал прекратить насилие. Я призываю вас к покою и умиротворенности. Наша борьба за независимость должна быть мирной. Мы всегда осуждали насилие. Мы не можем позволить продолжаться тому, что сейчас происходит на улицах наших городов. Несколько сотен человек вышли на акцию протеста и в столице страны Мадриде. Они держали в руках плакаты с портретами осужденных каталонцев, требовали освободить их и провести всеобщий референдум о независимости. Теперь и я чувствую себя сторонницей независимости. Я никогда ей не была, но думаю о том, чтобы стать. С этого момента, после всего, что случилось, я обещаю вам, число сторонников независимости значительно возрастет. Потому что многие мои друзья, которые никогда не были сепаратистами, считают, что все это несправедливо. Бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон, который в 2017 году провел непризнанный Мадридом референдум о независимости Каталонии, в число осужденных не попал. Сейчас он живет в Бельгии, а Испания в третий раз пытается добиться его экстрадиции. В среду Генпрокуратура Брюсселя подтвердила, что получила запрос, но решение по нему может быть вынесено только через несколько недель. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Анастасия, на этом у меня вся информация. Благодарю тебя и наших зрителей за внимание. Юрий, спасибо. Я напомню о происшествиях, которые произошли в республике, стране и мире, нам рассказал Юрий Осипов. Мы продолжаем наш выпуск. Рак печени начнут лечить по-новому. Операции по химиоэмболизации начнут проводить в республиканской больнице номер 1. Ее особенность заключается в том, что все манипуляции проводятся без открытого хирургического вмешательства. Такой метод подходит даже тем, чье заболевание уже достигло высокой степени. Чаще всего это люди пожилого возраста, которые противопоказаны операции. Сегодня в медцентре проходит конференция, посвященная этой теме. Свой опыт расскажут специалисты из Нижегородской области. Там этот метод применяется уже больше 10 лет. После теоретической части врачи перейдут к практике. Процедуру пройдут 3 пациента. Сегодня 3 показательные будут направлены на то, чтобы ваши доктора принимали таких пациентов, и эти операции были поставлены на поток. В чем суть операции? Мы работаем совместно с химиотерапевтами, то есть на фоне получения системной химии мы можем довести лекарства по сосудам прямо в печень, к этим опухолям, которые есть в печени, и на них воздействовать для того, чтобы уменьшить их рост или, как вариант, их умертвить. Опыт работы больше 2500 операций, поэтому я буду готов поделиться своим опытом с вашими докторами. У ведущей управляющей компании Уренгринского района разногласия с региональным оператором по вывозу мусора. На прямой связи со студией сейчас моя коллега Александра Цыбикова. Саша, я тебя приветствую. Насколько велика эта проблема?
Здравствуй, Настя. Ну, не сказать, конечно, что это проблема экологического масштаба. Все-таки проблема есть. В Нерюнге, в принципе, не так много домов, их более 100, а управляющей компании, нерюнгринской компании «Жилищник», их 32. Из них мы вчера проехали, наверное, домов порядка 10, и везде наблюдается такая картина. Вот, смотрите, здесь целые горы мусора, помимо того, что мусорный контейнер полностью забит стояк, и вот такие вот картины везде на 10 домах. Встречались жители, встречались нам и работники, которые убирали, то есть дворники. Говорят, что и у них есть и желание, и силы помогать выгружать, но мусор не вывозится. Наша телекомпания пыталась дозвониться до регионального оператора, но в течение недели они не отвечают. Мы встретились с жителем Владимиром Валерьевичем, который нам расскажет, как часто случаются такие перебои в вывозе мусора. Ну, за последние месяцы, наверное, это последние где-то 3-4 месяца после начала реформы нашей мусорной. Мы тут уже не говорим о том, чтобы раздельно все это мусор, раздельную эту проводить. Тут хотя бы это все убирали. Но вот уже в течение недели вот у нас лежит этот мусор. Завтра, суббота, воскресенье, это значит 100% не вывезет. Как будет понедельник, мы не знаем. Обращались в НЖК, но нам говорят, что мы теперь уже платим напрямую переработчику, сами жители. Договоров с компаниями у них нету. Поэтому мы остаемся один на один с этой проблемой. Видимо, придется подавать какое-то заявление в прокуратуру, обращаться, потому что невозможно так жить. Я вас услышала, но я вот хочу напомнить, вы в курсе, что с 1 января у нас идет мусорная реформа. Вот как было до? Сталкивались ли вы до нее с подобными проблемами или все-таки может... Нет, всегда у нас переработчик, в смысле договора были вместе с НЖК. Вот, и этими вопросами, всегда обратишься, если в НЖК к руководству, всегда они подсказывали, что машина придет. Если крупный габаритный мусор, то присылали грузовики. Так что проблемы такой не было. Это вот буквально несколько месяцев, наверное, 4-5 месяцев, как вот эта проблема. И, не знаем, как она будет решаться. Может, руководство города, района как-то посодействует в этом вопросе. Но мы не ждем лучшего от переработчика. Я вас поняла. Ну и как именно вот вам мешает этот мусор? Расскажите, может грызуны, не грызуны, может запахи, плесень? Буквально на днях обратно травили в подвале, и здесь травили мышей, крыс. Бегут, есть, так что... Спасибо большое за информацию. И мыши, крысы – это, конечно, всегда опасно. Ну а мне хочется сказать о том, что мусорная реформа стартовала в начале этого года. Сейчас октябрь, 10-й месяц. Платы за одного человека составляют от 105 до 125 рублей. Соответственно, она повысилась, а качества работы нет. На этом у меня все. Настя. Александра, но мы все-таки будем надеяться, что эта проблема разрешится. Я напомню, что на прямой связи со студией была моя коллега Александра Цыбикова. Камера видеонаблюдения сняла чрезвычайное происшествие на одной из станций метро в Буэнос-Айресе. Женщина упала на рельсы перед приближающимся поездом, а благодаря другим пассажирам все закончилось благополучно. Подробности расскажет Сергей Берец. Во вторник на станции Пуэрредон в метро Буэнос-Айреса потерял сознание стоявший на перроне мужчина. Падая, он столкнул на рельсы женщину прямо перед прибывающим поездом. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения. Другие пассажиры стали энергично махать руками и сумками, чтобы привлечь внимание машиниста и заставить его остановиться. В итоге состав замер в считанных метрах от пострадавшей. Несколько человек спрыгнули с платформы и подняли женщину, которая при падении лишилась чувств. Затем ее передали подоспевшим полицейским и медикам. Google совместно с Британским музеем и Мексиканским национальным институтом антропологии и искусства запустил проект, посвященный сохранению культурного наследия цивилизации майя, рассказывает Елена Островская.
Воскресить искусство майя и сделать его доступным для миллионов – не такая уж и невыполнимая задача, если за дело берется Google. Совместно с Британским музеем и Мексиканским национальным институтом антропологии и искусства интернет-гигант занялся оцифровкой наследия древней цивилизации, пережившей свой расцвет между 250 и 900 годами нашей эры. Этот проект – часть образовательной онлайн-платформы Google Arts and Culture. На днях его презентовал в Мехико глава программы по сохранению культуры и искусства Чанс Кохинур. Значимость этого проекта в том, чтобы сберечь историю древних майя. Ученые викторианской эпохи уже побывали там. Альфред Моцли, к примеру, свыше 100 лет назад сфотографировал сохранившиеся памятники и сделал гипсовые слепки. Сегодня мы используем технологии, чтобы эта история стала доступна каждому. Проект «Исследуя мир майя» включает в себя огромные пласты материалов, статьи, видео, фотографии, позволяющие увидеть, как изменились памятники за сотню лет, а также трехмерные модели. Один из центральных экспонатов – 3D-реконструкция гипсового слепка ступеней из дворца в Паленке. Оригинал не пережил испытания временем. Как считает Чанс Кохинур из Google, это доказывает, что будущее искусства и технологий неразрывно связаны друг с другом. Микробиологи из Кембриджа и Монпелье пришли к выводу, что паразиты, вызывающие малярию десятки тысяч лет назад, передались людям от горилл. Это произошло в результате генетических изменений. Подробности в следующем материале. Паразит, который прежде поражал горилл, в процессе зооноза, передачи болезней от животных к людям, стал едва ли не самым опасным убийцей рода человеческого. Это возбудитель малярии. Ученые из института Wellcome Center в Кембридже и университета Монпелье установили, что поражающий человека патоген Plasmodium falciparum образовался в результате мутации одного из участков ДНК возбудителя малярии у горилл. Внимание исследователей привлек ген RH5, говорит биолог доктор Гевин Райт. Это очень интересный ген, поскольку именно он позволил паразиту совершить вторжение в красные кровяные тельца. Мы словно повернули часы вспять и воспользовались, скажем так, молекулярной археологией, чтобы восстановить генетическую цепочку, возникшую, вероятно, 50 тысяч лет назад. Тогда этот паразит переключился с горилл на людей. Упомянутый ген отвечает за синтез белка RH5. Их названия совпадают, но протеин обозначается заглавными буквами. Тот связывается с белковым рецептором в крови человека, что и приводит к болезни. Если мы поймем, каким путем паразит перепрыгнул с горилл на людей, то же самое теоретически может случиться снова. Хотя это и маловероятно, но, по крайней мере, теперь мы установили этот путь и можем попытаться предотвратить подобную передачу в будущем. Белок RH5 может стать основой для вакцины, которая не позволит паразитам поражать кровяные тельца. Plasmodium falciparum – один из 7 возбудителей малярии. Он инфицирует только людей. 6 остальных – горилл и шимпанзе. По данным ВОЗ, в 2017 году малярией заболели 217 миллионов человек в 87 странах мира. 435 тысяч из них умерли. Львиная доля смертей пришлась на Африку. Редкий глубоководный осьминог, обладающий способностью менять свою форму, повстречался ученым на глубине 400 метров в центре Тихого океана, рассказывает Артем Сторонов. Это видео было снято в начале июля командой ученых с американского исследовательского судна «Наутилус». Специалисты, изучавшие морские глубины возле кораллового острова Джарвис посреди Тихого океана, повстречали удивительного осьминога, принадлежащего семейству церратов или имеющих усики. Красно-бурый моллюск поразил ученых способностью менять свою форму. То он походил на стручок болгарского перца, то на дорожный знак, то на бесформенную желеобразную массу, то на трубу с крылышками, а время от времени принимал классический вид осьминога. Встреча с этим необычным существом произошла на глубине около 400 метров. Остров Джарвис расположен в центральной части Тихого океана, примерно в 2200 километрах к югу от Гавайских островов. Он является неинкорпорированной неорганизованной территорией США, то есть не входит в состав штатов, но является их владением. Посещать его могут лишь сотрудники американской береговой охраны или ученые по особому разрешению. По словам экспертов по цефалоподам, на видео может быть запечатлен молодой представитель вида Цератаума магна, который может достигать 1,5 метра в длину.
Он был впервые описан в 1885 году, но до сих пор почти не изучен, поскольку обитает на большой глубине. Не считая осьминога на видео, за всю историю ученым встречались лишь 4 представителя этого вида. Это были мировые новости на Якутии 24. Переходим к новостям спорта. Итальянский футбольный клуб «Интер» планирует приобрести нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Подробности у моего коллеги Андрея Мухоплева. Андрей, я тебя приветствую. За сколько итальянцы хотят выкупить капитана сборной России? Анастасия, приветствую. Пока рано говорить о стоимости, так как переговоры еще ведутся. Но, как сообщает итальянское издание «Il Giornale», соглашение может быть подписано уже в январе. Добавлю, что у Дзюбы контракт с «Зенитом» истекает летом следующего года. Но об остальном по порядку. Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Обман и допинг в Вегасе. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас» Валентин Зыков отстранен на 20 матчей за применение запрещенных веществ, повышающих физические характеристики спортсменов. Вернуться на лед в официальной игре НХЛ 24-летний российский нападающий сможет не раньше 29 ноября. Сам игрок заявил профсоюзу НХЛ, что не понимает, каким образом тест дал положительный результат. Как сообщает ТСН, хоккеист не знал о том, что употребляемое вещество является запрещенным. Однако в официальном заявлении Вегаса говорится, что Зыков осознанно принимал допинг. Президент по хоккейным операциям Вегаса Джордж Макфи рассказал, что Зыков употреблял запрещенное вещество в течение 4 лет. Об этом клубу, по словам Макфи, сообщил сам игрок. Во время отстранения Зыков может выступать в континентальной хоккейной лиге, где права на него принадлежат ЦСКА. Аякс оштрафован на 68 тысяч евро по итогам матча Лиги чемпионов против Валенсии. Также клуб наказан запретом на продажу билетов в 2 ближайших гостевых матчах турнира. УЕФА оштрафовал голландский Аякс за поведение болельщиков в гостевом матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской Валенсии. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Было установлено, что в ходе матча, который прошел 2 октября, болельщики гостевой команды устраивали массовые беспорядки на трибунах, а также наносили ущерб стадиону. Аякс обязали связаться с Валенсией по вопросу компенсации убытков, причиненных болельщикам клуба из Амстердама. УЕФА назначил голландской команде испытательный срок в размере 1 года. Также Аякс оштрафован за ненадлежащее поведение команды, а именно за грубую игру, показанную игроками. В ходе матча футболистам нидерландского клуба было показано 6 желтых карточек. «Локомотив» в гостях прервал 5-матчевую победную серию «Адмиралов» КХЛ. Ярославский клуб добился победы над командой из Владивостока в серии буллетов со счетом 3-4. Владивостокский клуб не может победить «Локомотив» на своем льду на протяжении 5 матчей подряд. Последний раз «Адмирал» обыграл дома «Локомотив» в 2014 году. «Адмирал» занимает 4-е место в Восточной конференции КХЛ, имея в активе 23 очка после 18 матчей. «Локомотив» идет на 9-м месте в Западной конференции, набрав 16 очков после 18 матчей. «Адмирал» потерпел первое поражение за последние 6 матчей. В субботу «Адмирал» примет «Северсталь», а в понедельник «Локомотив» на своем льду сыграет с Челябинским «Трактором». Интер планирует приобрести нападающего футболиста «Зенита» Артема Дзюбу. Соглашение может быть заключено уже в январе. Об этом сообщает итальянское издание «Il Giornale». Соглашение с «Зенитом» у 31-летнего футболиста истекает летом 2020 года. Также итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением французского форварда английского «Челси» Оливье Жиру. Интер ищет футболиста в группу атаки в связи с травмой чилийца Санчеса, который выбыл из строя на 3 месяца. За «Зенит» игрок выступает 4 года. Россиянин провел 154 матча, в которых забил 58 мячей и сделал 45 голевых передач. В составе «Зенита» Дзюба стал чемпионом России, также обладателем Кубка и Суперкубка России. Дзюба является капитаном сборной России. Он забил 24 гола в 40 матчах за национальную команду.
Матч чемпионата Испании по футболу может впервые пройти за пределами страны. Испанская лига планирует провести матч 16-го тура национального первенства страны между Вильяреалом и мадридским Атлетико в Майами, штат Флорида, США. Об этом сообщает испанская спортивная газета «Марка». Встреча запланирована на 8 декабря. По информации источника, Испанская лига достигла соглашения с обоими клубами о проведении матча на арене Hard Rock Stadium. Атлетико, который является соперником московского «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов, занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Вильяреал располагается на 9-м месте. В 9-м туре мадридский клуб примет Валенсию в субботу. Вильяреал в воскресенье на выезде сыграет с Эспаньолом. Гол воспитанника якутского футбольного клуба «Пульс» Артема Соколова помог его Чертанова выиграть у «Спартака» в гостевом матче 10-го тура юношеской лиги России. Встреча завершилась со счетом 2-3. Якутянин помимо забитого мяча отметился одной голевой передачей. Теперь в активе Соколова 5 голов в текущем сезоне. Его команда продолжает лидировать в лиге, набрав 26 очков. Напомню, Артем Соколов перешел в московское Чертаново в 2014 году после ряда побед на всероссийских турнирах в составе якутского «Пульса» под руководством заслуженного тренера Якутии Василия Ивочкина. Добавлю, что благодаря уверенной игре за московский коллектив в прошлом году якутянин был вызван в юношескую сборную России. В майке национальной команды Соколов отличился 8 голами в 22 играх. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках. Анастасия, у меня на этом все. Тебе слово. Андрей, большое спасибо. Будем ждать от тебя новой свежей информации. А я напомню, что это был наш спортивный обозреватель Андрей Мухоплев. Фестиваль косторезного искусства народов России собрал более 100 мастеров, специализирующихся в художественной резьбе по кости. В 7-м фестивале косторезного искусства народов России принимают участие мастера из 13 регионов страны и 13 районов республики, а также представители Дании. Сегодня в Доме дружбы народов проходит практическая часть фестиваля. На месте работает Сергей Михедов. Сергей, я тебя приветствую. Ждем от тебя всех подробностей. Да, Настя, добрый день. Торжественное открытие фестиваля косторезного искусства завершилось буквально минут 40-45 назад. И все участники переместились сюда непосредственно на выставку. Как отметили в ходе открытия, данный фестиваль имеет огромнейшее значение для сохранения промысла северных малых народов нашей страны. Ну и, конечно же, непосредственно для культуры Якутии. Давайте немножко пройдемся по экспозициям. К нам сюда в Якутию прибыли мастера из 14 регионов. Мы сейчас находимся среди их работ. Вот здесь у нас справа от меня находятся работы, сюжетная композиция «Сказ на бивне мамонта». Это работы наших мастеров, якутских мастеров, но и не только якутских мастеров. Вот. Сейчас предлагаю немножечко поговорить с нашим гостем. Гость у нас из Чукотского автономного округа. Анатолий Александрович, расскажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь косторезным искусством и что вообще это ремесло для вас? Я представляю сегодня Уиленскую школу резьбы мастеров села Уилен Чукотского автономного округа. То есть в 2021 году нам исполняется 90 лет со дня образования. Мы работаем на клыке моржа, потому что сегодня главным продуктом пропитания и выживания, да, для местного коренного населения является добыча морского зверя. Морж, мало того, что там 2-3 тонны мяса, да, но и вот есть такой продукт, как клык моржа, из которого потом местные мастера делают изделия. В данном случае... Расскажите, пожалуйста, какие темы чаще всего мастера выбирают для своих работ? Ну, в первую очередь, конечно же, это связанное с бытованием и охотой.
И, естественно, конечно, анималистика должна присутствовать. И, безусловно, конечно же, то, что происходит в жизни, какие-то явления трагические, смешные, они все находят отображение в работах мастеров. Вот. Это связано, конечно, с морским зверем и с оленеводством, которое развито на территории округа, которое, в общем-то, приносит определенные сельскохозяйственные, наверное, результаты. Вот. Есть и шуточные какие-то, есть сказочные варианты. Безусловно, конечно же, отображаются эпизодические какие-то явления жизни. Ну, в данном случае мы сейчас находимся в такой стадии, мы работаем с музейными фондами, и количество работ, которые сегодня связаны, например, с войной, подготовки к 70-летию Победы, будут отображены вот в наших работах в ближайшее время. То есть большая коллекция. Вот. Изделия из кожи, из меха, изделия из уса кита, из скелетной кости моржа и кита. То есть они все находят либо в хозяйственном применении, либо в выставочной деятельности и как сувенирный продукт. Расскажите, пожалуйста, сложно ли учиться этому мастерству, вообще сколько это занимает времени, и вообще кто занимается сейчас непосредственно обучением вот этому мастерству? Ну, в данном случае я буду говорить о Чукотском автономном округе. То есть целая программа детей, конечно же, приучают с детского сада. То есть существуют такие у нас группы, а потом детский сад, школа, где есть как любительские, так и профориентированные группы. То есть потом детские школы искусств, как правило, это до 6-7 класса. Потом проходит, если человек хочет дальше учиться, если у него потребность в этом есть, он хочет связать свою судьбу с косторезным искусством, он идет, поступает в колледж наш, вот, проходит 4-летнее образование с правом преподавания, то есть это уже готовый мастер. Вот, и после этого он выбирает себе, там, в какое направление он сегодня работает, в какой школе он будет сегодня принимать участие. Потому что это процесс вечного обучения. Потом нельзя сказать, что вот мы там обучили 4 года, и он стал профессионалом, ему режет все. Нет. То есть для того, чтобы... Приближаются выходные дни. О том, куда можно сходить и на что посмотреть, расскажет мой коллега Александр Хавренко. Саша, что интересного в эти выходные дни в столице республики? Да, здравствуй, Анастасия. В выходные нас ждут очень насыщенные. Кинотеатры и театры приготовили для своих зрителей много интересного. Но обо всем по порядку. Главная кинопремьера недели – это диснеевская сказка «Малефисента. Владычица тьмы». Фильм является продолжением картины «Малефисента», который вышел 5 лет назад. Обычно Анджелина Джоли не снимается в сиквелах, но кроме приключений Лары Крофт. А для «Малефисенты» все-таки сделала исключение. Тем более, что в напарнике по экрану ей достались прекрасные артистки – Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг. Действие картины происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Фильм рассказывает про сложную взаимосвязь между темной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существ, которые в нем обитают. Также на экраны вышла биографическая драма «Джуди» режиссера Джея Рассела о последнем туре знаменитой американской актрисы и певицы Джуди Гарленд. Яркий, динамичный и в то же время трогательный фильм, который многим откроет Джуди Гарленд с новой неизвестной стороны. В картине расскажут о последнем туре певицы, во время которого она представила публике свою 18-летнюю дочь Лайзу Минелли. Главную роль в фильме исполнила Рене Зельвегер. Хотя многие, кто смотрел трейлер, не узнавали актрису, настолько хорошо был создан грим и настолько сильным было перевоплощение. Хотя после знаменитого набора веса для дневника Бриджит Джонс удивляться способностям перевоплощения Зельвегер не приходится. «Дождливый день в Нью-Йорке» – романтическая история от мастера Вуди Аллена. История двух молодых людей, он из состоятельной семьи из Нью-Йорка, она из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушка отправляется взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушка завязнет в мире звездной богемы.
В субботу Русский драматический театр имени Пушкина приглашает на постановку «Калека Санишмана». Один из лучших спектаклей в репертуаре театра, поставленный по пьесе ирландского драматурга Мартина Макдонаха. Действие пьесы происходит в 1934 году. Жители ирландского острова Инишман привыкли к неспешному размеренному укладу. Но однажды их жизнь в этом богом забытом месте буквально взрывается из-за грандиозного события. На соседний остров приезжает съемочная группа из Америки, которая снимает фильм о жизни островитян и покажет его во всем мире. К изумлению всех, сниматься приглашают местного калеку Билли. А в воскресенье театр приглашает на комедию «По соседству мы живем». Режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Голуб, Санкт-Петербург. Саха-театр имени Платона Юнского в субботу ждет зрителей на спектакль «Прости, отец, прости», поставленный по пьесе Василия Харысхал режиссером Андреем Борисовым. Спектакль о становлении и трагедии семьи Ксенофонтовых разных поколений. Главный герой Василий Ксенофонтов – отец 6 молодых людей, каждый из которых вложил свою лепту в установление государственности Якутии. А в воскресенье зрителей ждет спектакль «Судьба», пронзительная история о вечной силе любви и в непростой период дореволюционной Якутии. Спектакль поставлен по мотивам одноименного известного романа Николая Золотарева-Якутского. Как признается режиссер Руслан Тараховский, идею спектакля он вынашивал около 3 лет и вдохновлялся постановками эпических романов «Весенняя пора» и «Черный стерх». Театр «Актеры и куклы» города Нерюнгри приглашает в субботу на премьеру спектакля «Особо любящий таксист» по пьесе классика английской драматургии Рэя Куни. Главный герой пьесы, таксист Джон Смит, жена сразу на 2 женщинах, живущих недалеко друг от друга. Возможно ли такое? Да, если вы работаете таксистом. Потому что в этой профессии, как утверждает нас комедиограф, открылись очень привлекательные моменты. Каскад шуток, изысканного юмора, вереница совершенно немыслимых детективных ситуаций и головокружительных сюжетных переплетений делает спектакль маленьким праздником для взрослого зрителя. А маленьких зрителей ждет встреча с любимыми героями из произведений Корнея Чуковского на кукольном спектакле «Мой Дадыр». Кукольный спектакль «Мой Дадыр» вмещает в себя 2 сказки любимого детского писателя, собственно, «Мой Дадыр» и «Федорино горе», объединенных одной темой – призывом к чистоте и личной гигиене. Мирнинский театр в субботу и воскресенье приглашает на комедию «Горка». Добрый спектакль о воспитательнице детского сада Насте, которая пытается построить горку, организовать покупку подарков на Новый год, подготовить утренник, помочь оставленному родителями мальчику-мигранту не потерять любимого человека, не сойти с ума, и все это за 15 000 рублей в месяц. Нескучных вам выходных. Настя, тебе слово. Саша, спасибо. Я напомню, о том, куда можно сходить в эти выходные, нам рассказал и показал Александр Хабренко. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане 6 градусов, ветер 4 метра в секунду, давление 699 миллиметров ртутного столба. В Ленске столбики термометров остановились на отметке 5 градусов, ветер переменный 2 метра в секунду. В столице Алмазного края в эти минуты +3, ветер дует с юга со скоростью 2 метра в секунду. А за окнами нерюнгринцев 7 градусов выше нуля, ветер 3 метра в секунду, облачно, давление 697 миллиметров ртутного столба. В столице региона, городе Якутске, прямо сейчас 0 градусов, облачно, влажность 91%, ветер дует со скоростью 1 метр в секунду. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий не только в республике, но и за ее пределами. Еще больше информации вы найдете на наших официальных сайтах як24.ru и nvk-online.ru. Не переключайтесь.